Хлопзеком. Абсотили хопшра яцнацойт алхракой рыску аддыратараком. Арьям чибжезы ишхардырует ахюнткара ахада ихатыпойрах а кандидатша. Уахапи ишяшу ицо аэфир далахуб абсна ахадарахи а кандидат Леонид Запшпа ивагылу ахюнткара ахада ихатыпойрах а кандидат Борис Абитов. Бзела шабит. Бзела шимаст. Абхазское телевидение продолжает прямые эфиры с участием кандидатов в президенты и вице-президенты. На этой неделе гости нашей студии – кандидаты в вице-президенты. Участник сегодняшнего прямого эфира – кандидат в вице-президенты, который идет на выборы вместе с кандидатом в президенты Леонидом Запшпа, Борис Магометович Абитов. Я напоминаю, у нас 30 минут эфирного времени. За это время мы должны с вами успеть предоставить нашим телезрителям о вас как можно больше информации. И начнем с биографии. Я сейчас попрошу режиссера показать нам ролик. Абитов Борис Магометович родился 25 августа 1956 года в ауле Хабес Карачаево-Черкесской автономной области Ставропольского края Российской Федерации. В 1973 году окончил 10 классов средней школы номер 6 города Черкесска. В 1974 году поступил в Ростовский инженерно-строительный институт, служил в воздушно-десантных войсках Советской армии. В 1981 году окончил Ростовский инженерно-строительный институт по специальности инженер-строитель. В 1980 году принят на службу в органы внутренних дел на должность младшего инспектора уголовного розыска МВД. В 1996 году окончил заочно юридический факультет Карачаево-Черкесского технологического института по специальности правоведения. В 1992 году принят заместителем начальником Карачаево-Черкесской таможни по правоохранительной деятельности. В 2001 году переведен начальником отдела по расследованию дел особой важности Южной оперативной таможни Южного таможенного управления. В том же году назначен заместителем начальника Южной оперативной таможни. Постоянно проживает в поселке Лохадзы Гагарского района с 2008 года. Женат, отец 3 детей. Мы в прямом эфире. Вы готовы отвечать на мои вопросы? Да, готов. Я буду с вами говорить не только о политике, но могу задать и вопросы личного характера, так как абхазскому телезрителю вы малоизвестны. Вы родились в Карачаево-Черкесии, переехали сейчас жить в Абхазию. Почему? Вы знаете, мне нравится эта страна. Здесь происходят серьезные процессы, здесь идет становление абхазской государственности, и мне приятно участвовать во всех этих процессах. Я давно уже занимаюсь, так сказать, абхазской тематикой, давно нахожусь в русле всех этих событий. Все мои друзья практически не находились никогда вне этих моментов. Естественно, и меня это привлекло. Я считаю Абхазию своей второй родиной. И хочу, чтобы здесь все было так, как во всех сегодняшних благополучных странах обстоит. Абхазы и абазины один народ. И тем не менее, так много лет прожить в Карачаево-Черкесии, потом ваш переезд в Абхазию. Как-то вы почувствовали перемены? Может, социум другой? Вы знаете, я ж и не жил постоянно в Карачаево-Черкесии. Вот учитывая мои рабочие моменты, перевод в Ростовскую область, затем перевод в Сочи. Вот в биографии не сказали последние годы, я находился в Сочи. Поэтому благодаря вот этой близости я практически находился и в Сочи, и в Абхазии. Владею здесь недвижимостью с 1994 года, сразу после войны. Поэтому практически какую-то часть времени в году, даже когда я работал, я проводил в Абхазии. Ну, я вам еще раз говорю, мне здесь очень все нравится. В автобиографии вы указали, что временно не работаете. А на что живете? Я пенсионер таможенной службы. У меня полная выслуга лет. Достаточно серьезный пенсион, поэтому как бы материально я не нуждаюсь. И вот сейчас на этот пост собираюсь не из-за того, что у меня какая-то нужда в зарплате, а для того, чтобы действительно что-то успеть хорошее сделать. Расскажите, как было то, что вам предложили быть кандидатом в вице-президента, и почему вы приняли такое решение? Ну, предложение было довольно неожиданное.
для меня, потому что я понимал, что все-таки абхазское общество еще не готово воспринимать во власти другие национальности. Я вас перебью. Абазины для нас не другие национальности. Но это первый раз в нашей истории. Наш да. общий этнос, но существует отдельно довольно долгое время. И немножко разная ментальность. Есть какие-то вопросы, я их иногда слышу, кстати, по поводу вот этого. Иногда за спиной, иногда некоторые в лицо говорят. Но в основном все воспринимают очень правильно. Мне очень понравилась встреча в родовом селе Леонида Юрьевича, когда собрались старики, старейшины, и очень тепло восприняли то, что Леонид Юрьевич идет с абазином. Оказалось, что все знают историю наших народов, все знают, как мы жили рядом. И когда мы были одним народом, конечно, помнить невозможно, но историю все знают. Поэтому они нас напутствовали. Насколько традиции абхазов вам близки? Ну, вы знаете, есть некоторая разница, конечно. Но, тем не менее, все это родное и близкое. Ну, как можно сказать, это один народ практически. Я душой воспринимаю все как есть. Ваша первая специальность – инженер-строитель, плюс большой опыт работы в таможенном комитете и правоохранительных органов. Но сейчас нигде не работаете. Это отдых по вашему желанию или же в Абхазии вы не смогли найти работу? Вы знаете, я по выслуге лет вышел на пенсию. Пенсии хватает, в принципе, на жизнь. Дети у меня взрослые, дети уже двое. Девочка младшая у меня учится в школе. Есть какой-то свой семейный Кстати, небольшой вы дедушка? бизнес. Да, я дедушка, у меня внук растет, ему 7 лет исполнилось. Может быть, даже единственный дедушка, в мае. кандидат в вице-президенты. Даже не знаю, может быть. Вот, поэтому нет, вопросов к работе у меня никаких нет, потому что я столько наработался в своей жизни, у меня 33 года выслуги оперативного стажа. Это, представляете, да, это милиция, таможня, это с утра до вечера, каждый день, ни суббота, ни воскресенье. Поэтому, конечно, я вот этот, видимо, так устроен мир, мне дали такую паузу для отдыха. С 2008 года, сколько уже, 6 лет, я, в принципе, отдыхаю. Ну, как отдыхаю? Строю свою семью, занимаюсь детьми, занимаюсь внуком. Проблем много, в принципе. И все это тоже требует времени. Коль у вас такой большой опыт, 33 года работы в правоохранительных органах, очень интересно ваше мнение узнать о том, что вы думаете о работе наших правоохранительных органов. Вопрос очень сложный. Учитывая, что Леонид Юрьевич выходец из именно милицейской среды, а я половину жизни занимался именно вопросами, связанными с организованной преступностью, я скажу, что здесь очень много работы. Очень много работы во всех отраслях, в принципе, и в милиции, и в таможне. В таможне, конечно, более благополучная ситуация, там профессионалы. Я думаю, там нет таких злоупотреблений, которые сегодня все-таки есть во внутренних органах. Я это вижу по людям, которые обращаются даже в том селе, где я живу. Очень многие недовольны тем, что творится, грабежи, разбои, преступления укрываются, не раскрываются. Когда преступники задерживаются жителями, они потом оказываются на свободе. Таких случаев очень много. Поэтому работы тут непочатый А что край. делает, экспертное мнение ваше, а что делает работу правоохранительных органов эффективной? Я думаю, прежде всего, бескорыстие руководства, добрые и честные намерения и профессионализм непременно. Вот так. Ну, мы начинали с безработицы, я хочу к этой теме вернуться. От кого зависит, если человек остался невостребованным? Государство, которое не предоставило такую возможность? Или же сам человек, который не готов браться за любую работу? Ну, во-первых, во всех странах есть опыт трудоустройства, есть биржа труда. Человек не должен браться за любую работу. Если человеку не может государство предоставить работу по специальности, оно должно платить ему пособие. Пособие как нетрудоустроенному человеку. Это государственная мера. Во всех странах государство устраивает людей на работу, трудоустраивает. Это его обязанность. И, естественно, человек не должен, имея высшее образование, браться за любую работу. Это ж унижает его и достоинство, и честолюбие. Для чего мы учились, если потом идти работать грузчиком? И я просто хотела, даже, может быть, неправильно задала вопрос. Я имела в виду, что ментальность абхазов, не будем скрывать, что мы все хотим быть
дипломированными специалистами, имеется в виду высшее учебное заведение, а среднюю специальность не осваиваем. Например, абхазы не любят быть сантехниками, дворниками, а как строить страну? Или же все-таки, как вчерашний вот наш вице-президент, кандидат в вице-президента Луло говорил, по примеру Дубая, где местное население практически не работает, а работают там нанятые гастарбайтеры. Хотелось бы, конечно. Хотелось бы жить по примеру Дубая, но для этого надо еще столько работать. Да, в принципе, эта мера возможна для нас тоже, учитывая, что наш менталитет не позволяет нам где-то там вот на таких работах трудиться, которые немножко нашу ментальность принижают. Возможно, и по такому сценарию может жизнь пойти. Все будет зависеть от того, как будет строиться государство, скорее всего. Но я думаю, что часть людей все-таки себя найдет в этих работах. Все будет зависеть от того, как они будут оплачиваться тоже. Многие, наверное, и пошли бы, а платят мизер, копейки. Ну и, в принципе, этого сектора в экономике сегодня и нет. Он государством как-то и не обеспечен. Вот это среднее звено. Ну, будем говорить, профтехобразования нет, нет специальности, люди самоучки. Те, кто этим занимается, это в основном самоучки. Надо профтехобразование тоже поднимать. Возможно, кто-то из наших людей и захочет трудиться. Не захотят, ну, тогда уж надо жить, как в Дубае живут, если сможем. Вы уже 4 года живете в Абхазии, Да. Поэтому 6 лет, простите. Условия жизни вы знаете. Какая зарплата должна быть у гражданина Абхазии, чтобы можно было бы жить безбедно? Я думаю, мы должны хотя бы достичь среднероссийского уровня и в пенсиях, и в зарплатах. А говорить о безбедной жизни, наверное, не приходится. Но учитывая, что здесь народ очень привязан к сельскому хозяйству, к селам, а практически каждая семья имеет в селе какой-то клочок земли, а у некоторых и большие участки, то с голоду тут, наверное, умереть невозможно. Прокормить семью можно. Придется, наверное, как-то позаниматься и сельским хозяйством, чем многие занимаются. А вот пенсия, которая хотя бы средняя в России сегодня существует, если она придет сюда, а это, кстати, возможно сделать, единственное условие, человек должен иметь российский паспорт. Россия уже давно готова пойти на эти меры. Просто абхазское руководство не было настроено на то, чтобы вот эти все... Там некоторые вопросы есть, которые надо было бы закрывать в связи с этим. Но они не закрывались. Почему абхазское руководство, вы считаете, не было настроено? Может, были какие-то риски? Были какие-то другие векторы политики, они были направлены в какую-то другую сторону. Риски не думаю. Вся эта помощь предоставляется пока безвозмездно. Пока. Что будет завтра, мы не знаем. Но, тем не менее, я убежден в том, что Россия просто заинтересована в том, чтобы здесь был покой и благоденствие. Ей не нужен еще какой-то конфликт в своем тылу здесь. Это все-таки подбрюшье России, понимаете? И эта зона уже присутствия НАТО, учитывая то, что сегодня происходит в процессах Грузии. Это очень опасная зона для России. Поэтому они настроены здесь на покой и на мирную жизнь. До вашего выдвижения в кандидаты в вице-президента вы занимались политикой? Нет, политикой я не занимался, но вот в выборных процессах в Абхазии я участвую с тех времен, как получил паспорт. Практически ни одни выборы не обходились без моего участия. Я везде проявлял активную позицию, так сказать. Но напрямую политикой я не занимался. Но и тем не менее, я надеюсь, вы осведомлены о политических процессах в Абхазии? Да, довольно глубоко я в эти проблемы проник за это время. Ну и как бы не понаслышке, я изнутри знаю эту ситуацию. Сможет ли Абхазия стать социально благополучным государством, сохранив абхазский этнос, свою этническую культуру и, важное, не потеряв свою государственность? Обязательно. Это все равно произойдет, но я думаю, что народ должен сделать правильный выбор. Потому что сейчас мы в такой зоне, серьезной зоне риска находимся. Возможен откат к тем процессам, которые имели место в последнее время. А тогда ни о каком благополучии говорить не придется. Независимость, да, я думаю, это непременное условие прихода любой власти сегодня вот на этих выборах. Я думаю, каждая будет выступать за независимость. Это непременное условие существования Абхазии.
В 2008 году, когда Россия признала Абхазию, один мой друг адык, потомок махаджиров, позвонил мне и говорил в трубку, даже не говорил, а кричал на эмоциях: у нас есть теперь своя страна, наша страна – это счастье и смысл жизни. Когда в нашем обществе начинаются разговоры о статусе Абхазии или же об ассоциированных отношениях, я всегда вспоминаю слова своего друга Адега, и мне как-то стыдно и неловко становится за то, что этот вопрос вообще возникает. И считаю, что статус Абхазии мы определили в 1992 году, и он должен остаться неприкасаемым. Ваше мнение? Продолжение темы. Вы знаете, я думаю, что эта проблема несколько надумана. Во-первых, вот сколько я не стремлюсь, я никак не смог понять, что представляет из себя ассоциированные отношения и кто их нам и предлагает. Да, говорят, Россия. Я не слышал такого, чтобы кто-то нам это предлагал. Вот какой-то письменный документ, какой-то статус, чтобы нам определили, что такое ассоциированный статус. Я даже не знаю, что это такое. Мне кажется, это нагнеталось предыдущей властью для того, чтобы удержаться на плаву. Это надуманная проблема. Никто сегодня не стремится нас поглотить, и я думаю, что, учитывая ментальность нашего народа, мы и не позволим это сделать. И это все понимают прекрасно. То есть вы со мной согласны? Статус Абхазии должен быть неприкасаемым. Неприкасаем и независимым. Угу. Граждане Абхазии будут голосовать с надеждой, что избираемый президент сумеет проложить путь развития. Как вы думаете, что должно быть первым пунктом в программе команды, которая победит на этих выборах? Я думаю, должна быть реформа органов управления. Очень серьезная реформа. Я слышал сегодня предыдущего выступающего вчера, который здесь давал, был в открытом эфире. Ну да, человек с образованием, дипломат, опасается, что, вот, допустим, у суда не определен до сих пор, не определена независимость суда. Судебная власть у нас зависима. Даже несмотря на это, реформа власти необходима. Есть большой риск того, что, придя к власти, новый президент, как бы он ни был настроен сегодня, завтра начнет думать. Ведь, власть, наверное, все-таки сладкая штука, каждому хочется ее удержать. И он начнет думать о том, как бы ее сохранить. А перераспределив власть, сохранить ее в одних руках невозможно. Это, надеюсь, понимают все, кто идет сегодня к власти. Поэтому эту реформу надо делать всем вместе и сразу. Как только мы передадим эту власть ниже, парламенту, правительству, часть полномочий, не изменяя Конституцию, такое предложение вот существует, я не знаю, как это будет выглядеть, но тем не менее, думаю, что это удастся сделать. Вот тогда не будет уже у нас таких выборов напряженных, как они сегодня у нас происходят. Эта тема сама собой спадет. Будет больше интереса попасть в парламент, чем стать президентом. Президент будет осуществлять представительские функции государства. Ну, как и должно быть. То есть вы считаете, что борьба идет потому, что человек, который избирается президентом, у него будет очень много полномочий? Неограниченный практически. То есть борьба за власть открыта. Но вы знаете, для многих это не борьба за власть, для многих это желание что-то полезное совершить для народа, что-то сделать. Те, кто говорят о реформе политической системы, это люди, которые действительно думают о том, как завтра государство привести к благополучию. Те, кто говорят, что пока рановато об этом думать, я думаю, тоже настроены на серьезные изменения в обществе. Но, может, это более взвешенный подход. Я не знаю, время тоже покажет. Посмотрим. Но реформа, я думаю, нужна. Борис Магомедович, как вы думаете, одного желания и думать достаточно? Нужно Желание, еще и уметь? Желание человека, который придет к власти, будет достаточно. Если он сможет консолидировать общество, создать команду профессионалов. Все сегодня кандидаты об этом говорят, но кроме одного, что надо соединить усилия всего общества, создать правительство народного доверия, чтобы все слои общества были там представлены. И те, кто идут сегодня за разными кандидатами, тоже были во власти. Вот тогда мы сразу прекратим эти склоки. Это очень возможно. Но я знаю, что все кандидаты это говорят. Но как это сделать? Я могу говорить только за Леонида Юрьевича, за нашу команду. Я знаю, что у нас есть огромное желание, и мы это сделаем. И он готов был в святых местах об этом заявить. Я призывал всех кандидатов к тому, чтобы пойти к нашим святыням
и там поклясться и сказать. Можно было это делать и в эфире телевидения, с камерой. В честности поклясться? Да, именно в честности, именно в том, что мы не будем завтра делить и пилить бюджет, и в том, что мы намерены провести те реформы, о которых мы говорим, что наши обещания не будут расходиться с тем, что мы будем делать. Вот именно об этом он и призывал других кандидатов к этому. И, кстати говоря, вот когда они были на приеме в церкви у патриарха абхазского, он там такое намерение высказал и дал клятву, что будет служить народу. Вы понимаете, да? Для человека верующего это очень серьезно. Вы верующий человек? Я тоже человек верующий. Честно говоря, не могу свой статус до конца определить, но я верю, что есть Бог, что Он управляет всеми процессами, и что мы тоже не случайно сегодня попали вот в эту ситуацию, что это все, что мы заслужили. Вы ездите с кандидатом в президенты ЗАГС по районам Абхазии, встречаетесь с людьми. На ваш взгляд, что больше всего беспокоит наших граждан и какой вы сделали для себя вывод? Вы знаете, народ очень аполитичен. Уже все устали от этих выборов, особенно крестьяне в деревне. Им очень тяжело оторваться от своих занятий и пойти кого-то слушать. Но тем не менее, у нас собирались довольно большие залы, порой мы собирались на открытом воздухе. Все хотят порядка. Все устали уже от того беспредела, который творится и во власти, и в законах. И то, что не достучаться ни до каких чиновников, получить какую-то справку. Такая проблема становится. И все же смотрят в карман, а в кармане ничего нету. Поэтому, во-первых, порядок, а во-вторых, чтобы власть как-то обратила внимание на народ. Хоть чуть-чуть помогла. Вода, электроэнергия, в селе столько проблем. Почти во всех селах говорили о водопроводе, об электроэнергии, об отсутствии каких-то минимальных удобств, о дорогах. Где-то там есть такие села, где там и скорая помощь доехать не может в некоторые места, где-то смыло дорогу. Люди с болью, с криком уже, когда поняли, что человек откровенен и вот перед ними находится, начали так вот в некоторых местах, даже как к президенту уже начали обращаться. Когда же вы, наконец, на нас посмотрите? Естественно, что... Борис Магомедович, время так летит незаметно в прямом эфире, что режиссер уже дает нам знак. У нас 5 минут. Осталось до завершения передачи. Поэтому еще один вопрос. Вы не сочтите, конечно, за допрос, за то, что я могу задать личные вопросы. Я вначале вас предупредила, что зрители вас знают мало, и поэтому какие-то такие тонкости нам тоже интересны. Чем занимаются ваши дети, где они живут? Мои дети пошли по моим стопам. Старшие 2 моих дочери закончили таможенную академию в Ростове. А старшая дочь у меня работает в Ростове, в оперативной таможне, где я когда-то служил. В том же коллективе, который я возглавлял когда-то. Очень довольна жизнью и попала в хороший коллектив. Средняя моя дочь работала в сочинской таможне после окончания академии. Сейчас вышла замуж, проживает в Ставропольском крае вместе с мужем, с семьей. Младшая дочь моя школьница. Вот на будущий год мы думаем о том, как нам поступать в высшее учебное заведение. Готовимся. Вот, собственно, вся моя семья. Супруга. Супруга у меня какую-то часть времени занимается нашим хозяйством в Абхазии. И ведет все наши повседневные домашние дела. У вас есть жизненный девиз? Вы знаете, мне очень нравится слово «порядочность». Я в него вкладываю, наверное, даже больший смысл, чем в нем заложен. Вот порядочность. Как у нас говорит один мой друг, мужчина даже в непорядочных делах должен быть порядочным. Не хочется вообще говорить о непорядочных делах, но мужчина должен быть очень порядочным, отвечать за свои слова. Стараюсь этого придерживаться. У нас буквально несколько минут до завершения передачи, поэтому вы можете обратиться к избирателям, сказать о важном и главном. Вы понимаете, очень много сегодня говорят о грязных технологиях. Я призываю людей вдуматься. Если они сегодня за 5-10 тысяч, за мешок муки или сахара отдадут свой голос, то следующие 5 лет этот человек, пришедший к власти таким путем, будет забирать у них не по одному мешку муки и сахара. Он заберет все, что можно забрать. Поэтому призываю всех прийти, проголосовать,
честно, без всяких инсинуаций и подкупа. А за кого голосовать? Конечно, я призываю за своего кандидата, но каждый должен сделать выбор. И еще момент, я хотел бы призвать не делать трагедию из выборов. Жизнь продолжается, не надо, чтобы в семьях был раздор, чтобы братья, сестры, мужья с женами ссорились из-за того, что голосуют за разных кандидатов. Жизнь продолжается. Я думаю, что это не беда. Кто бы ни пришел к власти, жизнь все равно будет продолжаться. Ваша команда готова признать итоги выборов, какими бы они ни были? Если мы будем убеждены, что они прошли чисто и открыто, да, несомненно. Спасибо. Я задала вам достаточно много вопросов за такое короткое время, которое нам отвели, и, надеюсь, сумела представить вас нашим телезрителям. И теперь больше избиратели знают о вас больше, чем до начала нашего эфира. Спасибо за беседу. Я была искренне в своих вопросах и, надеюсь, вы были искренни в своих ответах. Спасибо вам большое. Я это почувствовал. Ну и постарался максимально четко и честно ответить на все ваши вопросы. Спасибо. Удачи. حترس كوحتي لخبشتشام أبريال خرقشوب يخيت بيحدرترا وتشبي آمتا وتشبي أيفير آمتا يسكوبا حنتكارا خدرخي أكانديدات أصلان بجنية إيفاغلو أستانا غربا يحامو أدرترا آلا ويزوجو أيفير آمتا يالكزنا إفير بخويت يرا يسكو أفيلم يخزم أبزيرزم